В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях минувшей среды. С вами Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Теперь сидеть дома предписывает закон. Глава Якутии изменил статус с рекомендательного на обязательный характер. А следить за его соблюдением будут сотрудники полиции. Якутские предприниматели продолжают находить выходы из сложившейся ситуации, внедряя новые способы взаимодействия с клиентами. Ограничения допустимой грузоподъемности ввели на 17 автозимниках региона. Самоизоляция теперь обязательна. Глава Якутии внес соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности. О том, что теперь можно и чего нельзя, обзор нашего корреспондента Юрия Осипова. Днем столбик термометра в столице республики поднимается до 8 градусов тепла. Самое время после долгой холодной зимы выйти на улицы. Но разгул инфекции внес свои коррективы в привычный уклад жизни якутян. В конце марта правительством была дана рекомендация о самоизоляции. И вначале это действительно подействовало. Но сегодня мы видим, что с каждым днем людей на улицах становится все больше. После сообщения о том, что заболевшие идут на поправку, а новых случаев в республике не зарегистрировано, люди стали отказываться от самоизоляции. Но специалисты говорят, что вирус еще даже не достиг своего пика. Соблюдение режима самоизоляции для жителей наших городских округов Якутска, Жатай, для Мирнинского и Нюрнбергского районов – это абсолютная необходимость. Многие решили, что раз погода стала теплая, пришла весна, то можно смело выходить на улицы. Ничего подобного. Как раз вирус себя наиболее вольготно чувствует при температурах 4-5 градусов, которая как раз у нас днем устанавливается сейчас на территории данных муниципальных образований. И риск переноса коронавирусной инфекции становится гораздо больше. Многие из тех, кого можно встретить на улице, считают, что самоизоляция необходима, но лично они уже устали сидеть дома. Да, вполне, чтобы люди друг другу не передавали инфекции. Я считаю, что нужно не находиться в местах, где большое скопление людей. Около 16 дней, но я столько просидел дома. Больше не могу, надо найти, чем себя занять просто дома. Вот и все. Говорят, правительство все знает, что делать-то. Все знает. Правительство жестко держит, это хорошо. Сейчас, да. Маска надо носить тоже. Между тем, рекомендательный характер указа главы региона о самоизоляции сменился на обязательный. Теперь граждане, проживающие в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах, обязаны не покидать свои дома. Также в Кодекс об административных правонарушениях страны внесены новые статьи. Так, по сообщению вице-премьера правительства республики, в суд уже направлен ряд заявлений о нарушении режима самоизоляции. Штрафы там по статье, смотря от статьи, например, по статье 20.6.1, предусмотрено, начинается от предупреждения и начинаются штрафы для граждан от 1000 рублей до 30 тысяч рублей. Для юрлиц и ИП должностных лиц намного больше. А по статье 6.3 предупреждения уже нет, сразу начинаются штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. По всему миру проводятся акции, призывающие сидеть дома. На этих кадрах опустевшие улицы мегаполисов, чей вид совершенно изменился с появлением новой коронавирусной инфекции. Соблюдать режим самоизоляции продолжают и немало якутян. Мы поинтересовались, чем же они занимаются, сидя дома. Многие занимают себя просмотром кино или чтением книг. Немало тех, кто свободное время посвящает готовке. Также жители республики уделяют освободившиеся часы семьям. Есть те, кто наконец-то смог заняться своим хобби. На сегодняшний день в Якутии 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8 из них выздоровели и выписались из больницы. Еще столько же продолжают лечение. Состояние их стабильное, но по заболеванию оценивается средней степени тяжести, так как у всех пациентов по данным компьютерной томографии легких подтверждена полисегментарная пневмония. Течение заболевания для каждого пациента индивидуально и зависит от многих факторов, таких как возраст, наличие сопутствующих хронических заболеваний и состояние иммунной системы. Соответственно, сроки лечения также индивидуальны и зависят от течения болезни
и в среднем составляет 2 недели и более. По России выявлено уже более 8,5 тысяч случаев заболевания и уже более 60 погибших. По миру зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев заражения инфекцией COVID-19 и ежедневно обнаруживаются тысячи новых инфицированных. Число погибших уже приближается к 100 тысячам. Границы на замке и введены строгие ограничения на перемещение населения. Дойдет ли все это и до нашей республики, сегодня зависит в немалой степени от самих якутян. Ведь чем меньше контактов между людьми, тем меньше шансов распространения инфекции. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. О том, какие меры с сегодняшнего дня начнут принимать правоохранители, нам рассказал полковник полиции Николай Кульбердинов. Сотрудники полиции сегодняшнего дня будут патрулировать на улицах города, городского округа, город Якутск и Жатай. В усиленном варианте людей возвращать в свои жилые дома. Все это делается для того, чтобы выполнять указ нашего главы с точки зрения, чтобы они не стали носителями инфекции. Готовить и переквалифицировать молодые кадры в строители начнут в Якутии. Об этом сообщил зампред правительства Кирилл Бычков. Это одна из мер, принимаемых в рамках обеспечения устойчивого социально-экономического развития республики в условиях коронавируса. Уже к концу этого, началу следующего месяца новые специалисты должны выйти на строительные объекты. Такой шаг связан с закрытием границ. Возникли проблемы с завозом иностранной рабочей силы. Таким образом, какое-то количество недостающих рабочих специальностей мы компенсируем, что очень важно. Ну и, конечно, меры поддержки, такие как налоговые, такие как обеспечение отсрочек по арендным платежам на земельные участки, такие как работа с банковскими учреждениями по облегчению кредитного доступа. Вот это те меры, которые также отражены в указе главы, которые сейчас мы мониторим, чтобы было исполнение своевременно и четко. Якутские предприниматели продолжают находить выходы в период самоизоляции. О новых способах взаимодействия с клиентами в материале Саргланы Неустроевой. Новый тренд весны 2020 года – бесконтактные покупки и шопинг в стенах родной квартиры. Этим быстро воспользовались предприимчивые бизнесмены. Теперь организация доставки товаров – единственный выход сохранить не только собственное предприятие, но и зарплату и рабочие места сотрудников. Все наши магазины сейчас закрыты, но мы не унываем и пытаемся работать в новой реальности. На наш сайт skintime.su мы добавили очень много продуктов. Часть работников трудится на доставке, а остальные ушли в оплачиваемый отпуск. Здравствуйте. Мы Майя и Эдуард Егоровы, мы предприниматели. В обычное время мы доставляем в основном в магазины, но сейчас люди стали меньше ходить в магазины, меньше покупать, и мы стали больше доставлять на дом. У всех сейчас сложная ситуация. Мы немного в панике, в страхе, но не стоит унывать. Мы предлагаем онлайн-доставку, бесконтактную. Заинтересовавшие вас изделия мы вам отфотографируем, покажем на видео. Мы будем рады, если вы поддержите нас, наших работников, а мы порадуем вас эмоциями. В стороне не остались даже магазины канцелярских товаров. Так, одна из сетей организовала доставку на дом. Оказалось, что, несмотря на самоизоляцию, люди все еще нуждаются в новых ручках и тетрадях. Тем более каникулы закончились, и дети начали учиться, хоть и дистанционно. Ручки, тетради, бумага и еще развивающие игры, да, людям нужно. Люди сейчас, мне кажется, учатся онлайн. Я даже сама первые дни не могла найти меню, не могла копаться. Девочкам говорю, где ничего же нету у нас, там ничего же нету. Я вижу только бумагу А4, больше нету. Оказывается, там надо внутри еще зайти туда-сюда. Люди, может, моего возраста, не привыкшие пользоваться вот этими заявками, им трудно, наверное. А тем временем нашлись и те, кто в эти сложные времена не забыл и о поддержке самых важных своих клиентов – медперсонала. Мария Романова, основатель группы компаний «Романов», в рамках проекта «Поправляйся» ежедневно готовит для медперсонала городской клинической и инфекционной больницы полноценные порции обедов за свой счет. Рацион врачей радует своим разнообразием и питательностью. Здесь и запеченная горбуша с рисом, бигу со свининой, 2 салата, чука и винегрет и даже домашняя выпечка. И все это во времена, когда многим компаниям очень сложно остаться хотя бы на плаву. Все сотрудники также у нас трудятся. Мы оптимизировались, мы перевезли доставку ресторана «Масамуне» тоже в столовую.
и обеспечиваем доставку блюд ресторана. Все сотрудники сохранены, никто не уволен, никто не сокращен. Все мы работаем добровольно. Осуществлять доставку Марии помогает сам основатель проекта «Поправляйся». Владимир лично отвозит 200 порций ежедневно. Выполнять такую на самом деле опасную работу мужчина не боится. Для него это единственный способ помочь республике в борьбе с коронавирусом. Все нюансы обговорили с предпринимателями, что мы никаких денег не берем. Напрямую предприниматель закупает, допустим, средства индивидуальной защиты, бытовую химию, и другие вещи, которые необходимы, и довозит медицинскому персоналу совместно с нашими добровольцами. Деятельность таких людей – настоящий пример для каждого. Пример того, как можно извлечь выгоду из пандемии не только в пользу себя, но и в пользу любого другого. В пользу своего сотрудника, в пользу медсестры, пожарного или участкового. В пользу каждого из нас. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Теперь о теме дистанционного обучения. Тогда как большинство учреждений подключились к популярным платформам, таких как Zoom, Discord, третья школа Якутска установила программу на собственном сервере, обслуживающем только их детей. Удалось ли таким образом избежать неполадок с соединением и падения онлайна, узнаем у Нургуяны Егоровой. Пери, покажи себя. О, Даяна. Тогда как большинство учреждений подключились к популярным платформам Zoom, Discord, при этом испытывая определенные сложности в техническом плане и в скорости интернета, третья школа установила программу на собственном сервере, что позволило без проблем войти на платформу, обслуживающую только их детей. Дети могут регистрироваться, записываться на курсы своих преподавателей. Учителя, в свою очередь, могут размещать свои образовательные материалы, давать тесты и получать обратную связь. И также у нас с нашей платформой связана онлайн-комната. У нас каждый день по расписанию проходит в соответствии с Санпином по 2-3 урока. Первый этап онлайн-платформы запустили в феврале 2020-го во время карантина. А с 6 апреля приступили к дистанционному обучению школьников среднего и старшего звена. Дети адаптировались быстро. Уроки проходят в формате живой беседы. Я могу сказать, что все прекрасно, меня все устраивает. Моих одноклассников тоже все очень хорошо. Лучше, конечно, в школе. По одноклассникам вообще скучаю прям. И по одноклассницам вообще по всем. Сегодня у нас было 2 урока. Это география и история. И они длились 30 минут. Программная часть платформы может обеспечить одну школу без каких-либо проблем, хотя вначале были затруднения. Не было учебного плана, соответствующей документации, не было ясности также о продолжительности уроков. Сложности в реализации проекта возникли еще и в процессе обучения учителей. Это заняло довольно-таки длительное время. Вопросы отметались по ходу работы. До этого мы провели проверочные уроки. И вчера у меня занималось 19 человек. Очень хорошо ребята занимались, конечно, соскучились. Им очень хотелось со всеми переговорить. Я дала им задание, и они сразу мне отправили то, что они сделали. Это у нас, как называется, классная работа. А так, после обеда они делают домашнее задание. Сложно. Сложно, но и детям интересно. Вебинар-комната предназначена специально для образовательной деятельности. Программа имеет большие возможности для обучения. Можно демонстрировать видео, презентации, вносить пометки на доске. Онлайн-школа хорошо зарекомендовала себя в процессе работы. В администрации школы признаются, что платформа будет иметь право на дальнейшее применение и после пандемии. Уже есть новые проекты и идеи. Евгения Егорова, Илья Сыромятников, Якутск. Ограничения для проезжающего транспорта введены на 17 ледовых переправах Якутии. Грузоподъемность до 20 тонн снижена на автозимниках Якутск-Нижний Бестях, Верхневилюйск-Харо, село Устье, село Сунтар, село Крестяк, город Мирный и других. Также ограничения автотранспорта до 10 тонн действуют на переправах муниципального значения. Алекминск-Заречный, поселок Усть-Нера, участок Дражный и других. Всего в Якутии действует 49 ледовых переправ. Специалисты МЧС рекомендуют водителям соблюдать установленные ограничения и не выезжать на лед в местах несанкционированных переправ. И проводятся профилактические мероприятия по
недопущение въезда крупногабаритных тяжеловесных транспортных средств. И мы ГАИ призываем водителей воздержаться от ледовой переправы через реку Лена и быть осторожным на дороге и на переправе. Это были главные новости уходящей среды. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий и держать вас в курсе. Находитесь дома, берегите себя и своих близких и до свидания.